Уважаемые коллеги, добрый день. Предлагаю, как и договаривались, обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. В том числе особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года. А это, подчеркну, основа, база для реализации инициатив, о которых было сказано в послании Федеральному собранию. Подходы к финансированию проектов и программ, заявленных в этом стратегическом документе, мы сегодня также рассмотрим. Вначале остановлюсь на некоторых макроэкономических индикаторах. Отмечу, что данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России, и некоторых экспертов. За январь-февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении. Здесь, безусловно, сказался и так называемый календарный фактор, а именно високосный год, дополнительные рабочие дни. Но даже если этот фактор вычистить, убрать, динамика все равно хорошая. Растет индустриальная активность. Промышленное производство в феврале прибавило 8,5%, что заметно выше, чем в январе. Тогда прирост составил 4,6%. При этом уже традиционно, что радует, безусловно, более высокие темпы демонстрируют обрабатывающие отрасли. Их динамика в январе плюс 7,5%, а в феврале уже плюс 13,5%. На этом фоне постепенно замедляется инфляция, а также, что особенно важно, инфляционные ожидания, в том числе и ожидания граждан. То есть их оценки, предположения относительно того, как в дальнейшем поведут себя цены. Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%. На что хочу обратить ваше внимание. Дело, конечно, не в том, чтобы составить или скорректировать прогноз, а потом просто ждать и смотреть, что и как будет происходить в реальной жизни. Нам, безусловно, нужны именно активные действия со стороны правительства, регионов, которые поддержат, стимулируют деловую и инвестиционную активность, помогут открывать новые производства, в том числе высокотехнологичные, создавать современные рабочие места, удовлетворять растущий спрос внутреннего рынка, в первую очередь за счет увеличения собственного выпуска товаров и услуг, более конкурентных по сравнению с зарубежными поставщиками. То есть надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт, вытеснять не за счет административных действий и ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции. Именно такое наращивание собственного производства, освоение внутреннего национального рынка, это мы с вами и называем экономикой предложения. Для ее развития в послании были обозначены конкретные шаги. Они рассчитаны на предстоящие 6 лет и призваны обеспечить структурные изменения российской экономики. Имею в виду укрепление технологического суверенитета страны за счет поддержки отечественной науки, перспективных стартапов, широкого внедрения инноваций на производствах. Запланированы масштабные инвестиции в укрепление кадровой базы, промышленной, социальной сферы по всем ступеням профессионального образования, от колледжа до университета. Причем в тесной увязке с бизнесом, с работодателями. Для развития регионов мы развернем большую программу обновления инфраструктуры, включая энергетические и коммунальные сети. Будем строить новые транспортные коридоры. Отдельным решением, которое поддержит региональные финансы, станет списание 2/3 выданных бюджетных кредитов, как мы и договаривались, а также увеличение объема инфраструктурных бюджетных кредитов. Их портфель должен прибавить не менее чем по 250 миллиардов рублей ежегодно. Подчеркну, эти средства, дополнительные ресурсы должны работать на стабильное, долгосрочное развитие наших городов и сел, сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территорий. И для каждого гражданина, где бы он ни проживал, нужно обеспечить равные возможности. Здесь важно
все. Состояние так называемой инфраструктуры детства, то есть детские сады, школы, кружки, секции, лагеря отдыха, развитие системы здравоохранения, культуры, экологическое благополучие населенных пунктов и условия для самореализации молодежи, запуска предпринимательских инициатив и так далее. В предстоящие 6 лет по этим и другим направлениям предстоит очень много сделать. Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты. Они должны быть утверждены до конца текущего года. В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы. Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании. В этой связи хочу добавить следующее. Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете. Его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал нефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за 3 месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Ну, это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит, он меньше становится. И можно в этой связи уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем 6-летнем горизонте. Вместе с тем, конечно, я считаю, нужно на этот период сохранить умеренный, консервативный подход к планированию бюджета, концентрировать его основные расходы на тех направлениях, которые дают максимальный эффект для качества жизни людей, благополучия российских семей, для развития территорий, регионов, социальной сферы, инфраструктуры. Именно в этом ключе предлагаю сегодня в первом приближении, разумеется, обсудить ориентиры бюджета на предстоящую трехлетку, а также, как и договаривались, долгосрочный финансовый план до 2030 года. Давайте начнем работать. Пожалуйста, слово Решетникову Максиму Геннадьевичу.